Валентина Юдина проживает в доме уже 42 года. По ее словам, короб для жидких отходов несколько недель назад был перенесен с середины двора прямо под окна пенсионерки. После этого жить в квартире стало просто невыносимо. Вот когда советская власть у нас была, у нас помойка всегда очищалась, и всегда помои у нас откачивали. А сейчас, видите, помойку сюда, вот сюда передвинули, там корыто убрали у нас. Как пояснили в управляющей компании, уборка двора на территории неблагоустроенных домов в перечень выполняемых ими услуг не входит. Однако в рамках трехмесячника саночистки города субботник они все-таки проведут. Причину антисанитарного состояния двора управленцы видят в другом. Есть у нас очень много арендаторов, которые снимают квартиры и, скажем так, халатно относятся к своему имуществу, скажем так, в том числе и придомовой территории. Задолженность этих жителей составляет 800 из 3 домов. 816 тысяч. Сами же жители домов считают, что их давно пора расселить в новые благоустроенные дома и не теряют надежду на то, что застройка 17-го квартала будет идти быстрыми темпами. На сегодня земельные участки переданы на первый этап строительства. Застройщикам, значит, производятся проектные работы по нулевому циклу и готовятся, значит, в ближайшие дни сдать результаты изысканий и проектирования на госэкспертизу. Общий объем финансирования составляет 40 миллиардов рублей и рассчитан на 6 лет. На первом этапе планируется строительство жилого дома с детским садом, а также автостоянки. По информации столичной администрации, застройку 17-го квартала планируется начать с улицы Якутская. А подготовительные работы практически завершены, а первую сваю нового многоквартирного дома планируют забить в мае этого года. Галина Погадаева, Денис Попов, Вести, Якутск.